12 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял президента Азиатского банка развития господина Масацугу Асакава. На встрече были обсуждены текущее состояние, перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Азиатским банком развития. Глава государства выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между Таджикистаном и Азиатским банком развития за 25 лет партнерства, включая финансирование данной международной финансовой организации 180 проектов в различных отраслях нашей страны на сумму более $2,5 миллиардов США. В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно широкого круга вопросов сотрудничества, продолжения реализации экономических реформ и преобразований, развитие энергетического сектора и вопросы изменения климата были обозначены в качестве актуальных направлений сотрудничества между Таджикистаном и Азиатским банком развития. В связи со складывающейся сложной ситуацией в современном мире и нарастанием ее последствий было признано необходимым принятие совместных мер по предотвращению и снижению влияния рисков и негативных факторов на национальную экономику. В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес. С целью благоустройства и уборки жилых районов в городе Вахдат по инициативе исполнительного органа государственной власти, государственных учреждений и отдела коммунального хозяйства при активном участии населения был проведен общегородское мероприятие для очистки арыков и каналов, уборки скверов, парков и улиц города. Сегодня наш прекрасный край превратился в цветущий уголок. Во всем этом есть заслуга жителей страны. В данном контексте в селении Гулистон сельского джамуата Бахор в рамках работ по благоустройству также особо уделяется внимание реконструкции автомобильных дорог местного значения. В республиканский период конкурса профессионального мастерства, проводимого по инициативе Министерства труда, миграции и занятости населения на 2022-2026 годы, развития промышленности, учащиеся профессионального технического лицея Джабар-Расуловского района Сагдийской области по 3 специальностям удостоились 3-го места. Роль профессионально-технических лицеев в обучении специальностям и ремеслу является неоценимым, и специалисты данных учреждений прилагают все свои усилия и опыт для подготовки специалистов, отвечающих требованиям современного рынка труда. За годы государственной независимости все отрасли народного хозяйства республики достигли значительных успехов и развития. Профессионально-технические лицеи страны являются частью учреждений, обучающих профессиям и готовят квалифицированных работников со средним профессиональным образованием. В присутствии руководства Национальной библиотеки Таджикистана, государственных министерств и ведомств, представителей издательских учреждений города Душанбе и областей был проведен круглый стол на тему «Самые необходимые экземпляры пополнения библиотечного фонда». Прежде всего было сделано заявление относительно процесса поступления обязательных экземпляров книг, газет и журналов в Национальную библиотеку. На данном заседании также состоялось обсуждение выполнения требований закона Республики Таджикистан об обязательных копиях документов и постановления правительства Республики Таджикистан о перечне получателей бесплатных обязательных копий документов. Таким образом, констатировалось, что необходимо сделать копии документов, книг, газет и других научно-познавательных чтений доступными для широкого круга читателей. И необходимо принять меры в этом направлении, потому что данное действие, безусловно, является важнейшим шагом на пути пополнения библиотечного фонда. Основная цель земледельцев по всей стране является повторное использование площадей, освободившихся от осенних посадок. В сельском джумате Навухи района Джалудина-Балхи труженики используют подобные земли для выращивания качественного хлопка. Посев риса также находится под несколькими мерами. В текущем году земледельцы на площади более 124 гектаров земли провели сев качественного риса. Наравне с сельским хозяйством здесь также развивается и сфера садоводства. На сегодня садоводы активно собирают плоды своего труда. Это сочные и витаминизированные яблони. По словам аграриев, чтобы урожай был хорошим, следует соблюдать агротехнические правила. На сегодняшний день земледельцы тесно сотрудничают со специалистами аграрной промышленности с целью улучшения качества сельскохозяйственных продуктов.
Поддержка детей и подростков и обеспечение их условиями для обучения, отдыха и досуга занимает важное место в социальной политике государства. Именно поэтому, благодаря государственной независимости, с каждым годом в летний период дети все больше вовлекаются в отдых и развлечения. С этой целью в детском оздоровительном летнем лагере «Баркчион» на высоком уровне проводятся подготовительные работы по приему детей и подростков и обеспечению их досуга. Лагерь «Баркчион» расположен в одном из красивейших мест Варзобского района, и его предоставляет открытая акционерная холдинговая компания «Барки-Туджик», открытое акционерное общество «Душанбинский электротеплоцентр» и Республиканский комитет профсоюзов. Согласно постановлению правительства республики об организации летнего отдыха детей и подростков в летнем сезоне текущего года, в лагере дети будут отдыхать и развлекаться в 3 смены. В целях привлечения детей и подростков к спорту и оздоровлению на территории лагеря построена и сдана в эксплуатацию красивая и современная спортивная площадка, где созданы хорошие условия для игр в футбол. Работы по уборке, покраске, посадке цветов здесь уже завершены и идут последние приготовления к приему детей. Для развлечения и воспитания юных отдыхающих ответственными лицами запланированы различные культурно-развлекательные программы.